Today I want to explain about Turkmen speech AI, like from training to local deployment. It's signed Turkmenistan. I little introduce about myself. I am Bagtyyar Mamedov, senior Python developer, like a NLP and R&D engineer. I founder of project Camar. It's a state-of-the-art large language model, text-to-speech and speech-to-text ecosystem for the Turkmen language, like better than Google, OpenAI, and Anthropic have now, and exciting open source solutions. I also publisher of a large open source Turkmen speech dataset, more than 250 hours and more than 60,000 instructions pairs on HuggingFace. Like specialized in AGI model quantization and low resource natural language processing. Okay. How to move. And in beginning, I wanna talk what's speech to text and text to speech. And next, I will say like STT and text to TTS for faster pronunciation, and where we are using them. Like speech to text and text to speech, we are using daily. For example, speech to text we're using for meeting transcriptions, voice search, call analytics, dictation software, subtitle generation. For everyone can have a subject way. Everyone have a. Okay, my English is not perfect. Sometimes I may use Russian words. The use cases. Yes. Use cases. Use cases. Everyone have own use case where they can use it. And also text to speech, it's like audio books, voice assistants, navigations, robotic speech, and much other things. Okay, there is a basic architecture of speech to text models. Speech to text is like have a lot of architectures inside, and CTC is like a founder of speech to text architecture, like a first one, and has a very simple architecture. Like inside going voice going to mail spectrogram, and in like the model inside, and after is like a language model. Yeah. Получается, идет как бы происходит, mail спектрограмма, после этого выходит побуквенный ответ. Он пытается совместить звук с буквой, и потом языковая модель, это младший брат, получается, большой языковой модели, дает структурированный ответ. Вторая — это RNN-T. Это как следующая генерация после TTC, но она имеет внутри себя language model, то есть это не отдельный модуль. И сейчас она также зависит от предыдущего сгенерированного текста. То есть если до этого CTC она на каждый звук давала свою букву, то RNN-T пытается сопоставить предыдущий контент и дать более высокое качество ответа. И это дало плюс 25% для качества транскрипции. У CTC есть основная проблема, то, что он хорошо транскрибирует популярные слова, которые есть в языковой модели и которые часто попадаются в тексте. Например, с именами или какими-то непопулярными словами CTC справляется плохо, и RNN-T попытался решить эту проблему. И на данный момент мы имеем самую популярную архитектуру, это Attention-Based Executive. Это самая популярная модель, которая построена на этой архитектуре, это Whisper. То есть она оценивает весь контент из всего контекста от начала до конца, и она пытается подобрать наиболее правильный текст.
То есть, если, например, в какой-то момент она сомневается, какое слово поставить в каком-то моменте, она смотрит на контекст до, на контекст после и пытается подобрать нужное слово. И на данный момент это самая точная модель, которая есть, самая точная архитектура, на которой строится speech-to-text модели. После этого я хотел бы поговорить про text-to-speech. Text-to-speech также имеет несколько архитектур в себе. Классические подходы, как самый старый, это из mail-спектрограммы. Сначала генерируется mail-спектрограмма, а потом на этой mail-спектрограмме генерируется звук. Это обратный процесс от speech-to-text, который я показывал вот здесь вот. То есть здесь мы из аудио генерируем mail-спектрограмму и потом обрабатываем ее. То здесь мы создаем mail-спектрограмму, основываясь на аудио. Это как mail-спектрограмма — это представление аудио в, грубо говоря, в картинке, в таком представлении звука. И после этого мы подаем ее на генератор, и генератор, грубо говоря, вот оживляет и превращает это в аудиофайл. Это наиболее стабильная архитектура, она не дает каких-либо нововведений, то есть не дает каких-то, то есть не придумывает ничего, она просто вот озвучивает то, что есть. Сейчас в основном делятся модели на авторегрессивные и неавторегрессивные. Авторегрессивные, они пытаются сгенерировать аудио шаг за шагом, то есть они смотрят, потом делают. Неавторегрессивные, они пытаются сначала узнать, предугадать общую длительность того, что они хотят сказать, и потом, основываясь на этой длительности, они пытаются как бы одним или несколькими батчами сгенерировать аудио. Она отличается большей скоростью, но не имеет нужной стабильности. Она может иногда выдавать какой-то шум, например. И достаточно новая модель — это VITS модель. В модели изначально зашито все, то есть моделью подают сразу текст, и она выдает аудио. То есть не декодер и энкодер, они соединены в одно целое. И на этой архитектуре построено самое большое семейство text-to-speech моделей. Это MMS text-to-speech, который также имеет и туркменскую модель в себе, которую можно публично скачать и использовать. Благодаря этой архитектуре было сделано text-to-speech модели более чем на 1000 языков. И недавно появляющаяся архитектура, новая архитектура, это диффузионная архитектура. Она получается, состоит из двух модулей. Она сначала пытается предугадать общую длительность, и потом из белого шума пытается несколькими прогонами где-то сделать тише, где-то сделать громче. И так она пытается сгенерировать. То есть, грубо говоря, это как на картинке из белого шума появляется какое-то изображение спустя некоторое количество итераций. И вот самое последнее, что начало появляться, это Audio LM-based архитектура. То есть это полная копия, грубо говоря, GPT-моделей, только она была обучена на аудиотокенах специальных. И для каждой задачи существует, например, своя модель. Например, если нам нужна скорость, мы будем использовать определенную модель. Если нам нужно лучшее качество, мы будем использовать совсем другую модель с другой архитектурой. И если, например, нам нужно даже сделать voice cloning, мы можем использовать третью модель. И я хотел бы дать небольшие советы, то есть тем, кто, если захочет попытаться сделать свои модели, это не игнорировать языковые модели для speech-to-text, потому что я видел много людей, которые пытаются сделать, у них выходит плохое качество из-за того, что они не смотрят, они просто берут и пытаются дообучить модели, которые есть, но не смотрят, что внутри этих моделей.
и какие-то, может, модули можно дообучать отдельно, они будут давать кратный прирост качества вместо того, чтобы обучать все модули одновременно. Уделяйте внимание нормализации текста и токенизации. Также, например, некоторые, я видел, берут турецкие модели и пытаются их обучить на туркменских данных, хотя турецкие и туркменские алфавиты, они не похожи. Потом, одно из лучших решений – это использовать преимущество предобученных моделей, только использовать его правильно, а не в тупую его обучать на небольшом количестве данных. И для speech-to-text на самом деле я бы не рекомендовал использовать Whisper как SOTA-модель, так как для ее обучения нужно большое количество часов аудио. И я бы рекомендовал смотреть в сторону TTS-архитектуры. И также я вот хотел поговорить про деплоймент внутри Туркменистана. Ну, в общем, деплоймент внутри Туркменистана на данный момент это большая проблема. У меня есть свой проект, которому нужно большое количество GPU-ресурсов, но я не могу централизованно найти это количество ресурсов внутри страны. И здесь небольшое количество, получается, советов и решений, к которому я пришел спустя некоторое количество времени. То есть на данный момент я максимально оптимизирую свои модели, привожу их к максимальной скорости, используя минимальное количество ресурсов. И на данный момент я придерживаюсь концепции GPU-нод. То есть если я не могу найти определенное количество ресурсов в одном месте, у меня есть роутер, к которому подключаются определенные GPU-компьютеры. Даже какой-то компьютер в чужом доме может подключиться к этому роутеру и брать на себя определенное количество нагрузки. То есть благодаря концепции GPU-нод я добился высокой пропускной способности. Даже то, что в Туркменистане большая проблема есть с интернетом, и даже если у меня будет одна мощная GPU-нода, она не сможет обрабатывать нужное количество того же аудио из-за пропускной способности сети. И под каждую GPU-ноду подстраивается определенное количество моделей и подстраивается автоматически под столько ресурсов, сколько есть на ноде. Грубо говоря, вот так вот. Я попытался как-то объяснить не техническим языком. Есть уже рабочий проект, где интегрируешь? Сейчас у нас идет бета-тестирование, и, надеюсь, в ближайшем будущем мы будем запускаться. В принципе, я могу показать. Вот это наш проект, которым я пытаюсь заниматься. В нем как раз есть полный стек, то есть большая языковая модель. Можно загружать в нее аудио и, то есть говорить в нее и также генерировать ответ. Может кто-то протестировать, например. Нет, с туркменским. Она также работает на русском и... Okay. Можно нажать, сказать что-то. Еще раз. Salam, biz şu an GDG grupasında öğreniyoruz. Пока это находится в бета-тестировании и может работать крайне нестабильно. He has no idea about GDG, that's why. Yeah, GDG is not a Turkmen word. It's not a Turkmen word, Right. so yeah. Yes. Yeah. Yeah. But I picked it up. It was accurate. No, yeah, this It is was very good. Yeah. It is actually Wow. precise. And also this exact. Yeah. answer and we can hear. Someone has the poem. Someone wants the poem. Sevim What's the poem? okurlarında ısımlık bilen yarım. Şoğa cedide, şoğa cedide toparlına. Täze bilimleri öğrenmek, gören, tidali ve dadıklı bolsa gerek. Eger öğrenýän mowzuplarymyz boýunça sorunlaryňyz bolsa ýa-da haýsydyr bir meselede kömek gerek bolsa, arkaýyn sorap bilersiňiz. Like that, but it's not the most stable model which I have now. Just testing every day. Wow. Like we can change to models daily. Bu kaç tez? It's not. Camar. It's Получается локальный корабль.
Сейчас это все работает внутри Туркменистана. Да. I have no idea about it. I have no idea about it. Can we integrate your model then? Yes, I also have a API. That's cool. So there's an API. Yes. Is it compatible with to OpenAI? integrate. It's OpenAI comparable API. You okay? Yeah. Also text to speech translation. Yeah, of course. We It's also like working huge in work. our Yeah. automation. It's huge work. Well, we need some Turkmen models. This is really great Yeah. opportunity to Yeah, integrate with. You can message me in Telegram and I can share with you. Yeah. That's impressive. Very cool. So, Thanks, Bakhtiyar, Amazing. for joining us, Thank for sharing Thank this. This is really impressive. This is all what we are going to, like, everyone is going to like build the AI models, with them to integrate the AI in these systems. Which one And is Turkmen language is also important second. to develop in Turkmenistan. That's why. Thank you very much for sharing this. Если у вас какие-то вопросы, я бы с радостью ответил. Я понимаю, что много технической информации было, которую сложно понять. Вопрос. Вы обучали на каких аудио? На классических или разговорных? Изначально, то есть... То есть я опубликовал датасет большой изначально. Да. То есть основываюсь на этом датасете. Ну, то есть здесь 120 отрезков по примерно 250 часов аудио. Изначально у меня было небольшое количество данных, что-то около вроде 1 часа. И обучая эту модель, потом делая автоматическую разметку остальных данных и ручное исправление их. И вот так вот по чуть-чуть я делал больше моделей и добился качества около 95%. Ну, это, видишь, официально я тебе могу советовать, ну, если ты дальше захочешь, какого-нибудь AI-агента себе создай, чтобы он тебе, допустим, тоже вместе проанализировал и стартовал потенциал. Как будет наш, то есть, проблемный разговорный, это на будущее, Ну да. чтобы добивать до идеала. Ну, чтобы добивать до идеала, то есть... Ну, обучение с учителем надо, еще люди, которые должны Ну, да, всё до конца доводить. То есть если speech to text, то да, это хорошо подойдет, но изначально, чтобы транскрибировать это, нужно еще хорошие модели, и чтобы люди сидели и проверяли это. А именно для text to speech, для генерации, именно это не подойдет, нужно именно хорошее качество студийное. Молодец. Yeah. That's amazing work. So could you take this and have you talked about integrating it with any of the frontier models, say Claude or Gemini, as possible? But I publish big data sets, I think Yes. they can use it. They can use it. Yeah. Yes. And have you talked with anyone in the government here about potentially rolling this out, or do you have other experts that you're working with to potentially Yes, no. roll it out for Turkmenistan? Yeah, Yes, now we're working. Collaboration. it's great. Congratulations. Thank you. Someone else have questions? This model is about mostly about TTS and STT. Text to speech. I don't understand. Don't get. Like this model can be used for TTS. This is not model, this is a dataset. This dataset. This is On this dataset, you can train everything you should. okay. But that's models also trained on this dataset. Open source. Open source. Yeah, so So, for example, we met with the National Library, right? And they're in the process of digitizing, right? All these libraries are trying to take historical documents, poetry, books, right? Audiobooks. And make audiobooks and index that data, right? Not just the title, but the contents of the book with OCR, right? So we could take that and index that to be able to be searchable for cross-reference for everything, and then have it be in Turkmen language as possible use case. I didn't get it. Index the library. Yeah, And then, I already train Yeah. on all books which I find. for books. Yeah, so you could do the whole library. Yeah.
Говорит, что библиотеки планируют digitalizацию, и они планируют все блоки в аудио выпустить, и будут использовать. In Turkmenistan? Here in Turkmenistan, you say it's a plan to make it digital library? Yeah, I think they're discussing it. So we met, Lilo and I met with her team from the embassy with all the experts at the library. Mhm. And we talked about global trends we're seeing in the US and in Singapore and other libraries in the UK, around the world, and how AI is changing with this. But yeah. They partnered with the library Yes. to improve Yes. this product. Would be They could be a user to test, to prototype some things. So they're talking about a pilot to test, like, hey, let's pick a specific section of the library to test, right? And then their experts would review the AI and build metadata from that of each for semantic search, right? And to be able to see how the end users would integrate that for many different things, videos, movies, text. The library now, every book is a movie, right? Very cool. You were aiming to use the data or suggest his AI to use the I think his AI could use for the library, and he can partner with the embassy to connect with the experts at the library. Yes, very cool. использовать им данные для Yeah, Azat is the contact there, and if you're not talk to Lilo, and she can connect you. No. Yeah, but we went over here to the National Library and did a workshop, so they're actively thinking about it now. Yeah, that's good. It's good. Any other questions? How do you verify the transcription is correct when you train the data set? Manually or? Like this is too much data, and this data set I verified by automatically. But before I did a small data sets by manual. Okay. Like I start a small website where I pay for transcribing audio manually, like this. Yeah. And have you done any forecasting on like data center hardware that you would need to scale this? Yes, Yes. That's a good conversation around the cost benefit analysis and the investment upfront, because there's a lot of computational power that you will need to actually deploy it at scale, right? Because I think you're mentioning some of your issues were hardware constraints, right? GPU. Yes, I Yes. So another question: do you think do we need more data to improve the quality, or do you think we need more clean data? I need more clean data. Clean data. It's not about the quality; No, it's about the quantity. Yeah. It's only about quality of data. Data integrity. Yeah, and clean data. Do you have plan to clean data, and is it mostly human touch, or you can automate with some? You have thresholds around risk. I cannot automate it now. I need human power. You need data cleaners. So there is a site like Common Voice, Yes, yes. and we have 1 or 2 hours data set. That's clean data, right? Yes. And I mean, most of the people, they don't know about that. But Yeah. Common Voice is Training, like yeah. a public open source platform where Right. people can donate their voices and get the transcription. Right. And I guess you need more of the people to, Yes, yes. share their Feedbacks, yes. get more feedback Yeah, and improve this. Pilot test it. Yeah. Yeah. Yeah, that's so much. I mean, I think they're looking at, what is the process for quality control, and how do I clean the data, and how do I ensure that someone stamps it, that it's good data, right? And so you want someone to be accountable for Yeah, I the need people for highest that. risk data. And so how do you govern it, right? And so that's a whole nother workflow discussion about you ingest the data, you enhance it maybe, and then you're quality testing it, and then you're approving it, and now it's deployed, right? But that whole process needs to get governed and needs I need a lot of people compliance inside and, that. rules around it. Yeah, because the risk is if it's not cracked, then potentially it could be Yes. problematic. Yeah. This is one brilliant idea how you can get free data. Create something like Duolingo,
some application game. It should be popular in Turkmen young generation. They start to Play the game. Yeah. Yes, and you can use this data to learn your models. Because Duolingo is doing the same. Yeah, you just have to get compliance or have them allow them to acknowledge that. Yeah, so because of the ethics, if they steal the voice, Yes, right? yes, Yeah, you need to agree. agreed. That's Yes. good points. Partnerships with universities. Yeah, NDA. Yes, Yeah, some sort of legal compliance. Yeah, but partnerships with the university. That's a great idea with the gaming, though. I love that. Yeah, and a huge thing with the privacy that you mentioned is Because universities big. are looking for New programs. new programs, Mhm. new tasks. Absolutely. Yeah, there's a whole roadmap for that. Yeah. The main problem that he has compute To train their voices. Yeah, compute engines to learning main problems. yeah. Because you can be, for example, I can give you my models, but you should give me your, for example, GPUs, computers. A huge It's opportunity. very interesting project. Very actually. interesting. Yeah. And, And it we- really needs yeah. a sponsorship. Yeah, you could apply it for energy. You could apply it for architecture. All the things we did, telecom, right? Any industry, right? Obviously, would use this, but you think about which ones are most important to focus on first. I think the library is an interesting one because it gives you a lot of data to build from. And then I like the gaming model too because you have to have the users and the voice to build a baseline. Different voices, different styles, different tribes might have different. U.S. different people have different dialects. Their pronunciation may be different. And one part of the region is different than this part of the region. You want to have a mix of different types of people, maybe. Bakhtiyar, you know, Cool. you know where to go. Yeah, If man. you're Yeah, looking man. for resources, you need to success or. By the way, guys, have you got connected? Maybe some others. We're connected. Yeah. 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 So we're all starting to connect. Yes, because Yes. our guest speaker is offering welcome. That's why not this chance. Yeah. If I don't know someone, I can introduce her. We can connect. But yeah, if you're on LinkedIn, just connect. Yeah. Just Sam Davis. Yeah. Yeah. We're connected. Both of us. Yeah. Muhammad too. Yeah. They are coming. Don't Yeah. Everyone should connect. Don't use you have. Yeah. Break the conversation. And there's a then you continue. Rest of The rest of the tech community, the the whole tech community, not just VITS, just everyone. It's short time, right? Even 5 days. Maybe do a deep dive, a couple of day workshop. You could take this and build it out for a whole plan. Yeah. Very impressive. Well, Very impressive. Cool. Yeah. Cool. Great. Thank you very much again. Yeah, thank you. Thank you everyone for joining us for this Yeah. series of sessions that were amazing. Thank you very much for contributing to our community. It's an honor to have you here and to collaborate. So thanks for joining us. Yeah, that's it. Probably we can summarize and sum it and close it. And yeah, we're good to go. And the videos, I hope so, will be available soon on the YouTube channel of Ashgabat. We'll try to share as much as we can. Yeah, these videos, and so on. Thank you very much for joining us. So keep in touch with the community and build, share, and also contribute to the community by yourself. Be a speaker, be a volunteer, or just attend the events, share the information about the event with your friends, and keep developing. Thanks. Thank Thank you, Mohammed. All of you. Thank you. Thank you.